Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас в нашей постоянной рубрике «Герой дня». И сегодня у нас в гостях одна из победительниц всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Алсу Кулимбетова. Привет, Алсу! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, о себе. Сколько тебе лет? Откуда ты родом? На какой специальности ты учишься? Для начала, меня зовут Алсу, мне 20 лет, я родом из села Зелим-Караново Гафурийского района и обучаюсь в Акмолинском университете в Институте исторического, правового и социально-гуманитарного образования на педагога правовых дисциплин. А как ты решила пойти в педагогический университет? Что или кто повлиял на твой выбор? Ну, во-первых, это, конечно же, живой пример. У меня мама тоже учитель начальных классов, и долгое время как раз-таки работала в сфере воспитания молодежи, и поэтому, когда у меня перед глазами такой прекрасный пример, я подумала, что я тоже хочу в педагогический, и тем более многие люди отмечали нашу схожесть с мамой, поэтому я думаю, если у нее есть такие качества, и они как раз-таки передались и мне, я думала, что хочу их как раз-таки применить уже в педагогической деятельности. Поэтому вот из-за примера моей мамы прекрасной я захотела пойти в педагогический институт, университет. Алсу, ты председатель общественного объединения движения «Первый БГПУ» имени Акмуллы, стипендиат главы Республики Башкортостан, победитель в номинации «Общественник года» регионального этапа премии «Студент года-2023». Как ты достигла таких результатов? Кто был твоим наставником? На самом деле очень сложный вопрос. И иногда я тоже думаю, что меня мотивирует как раз-таки на такие свершения. Но, во-первых, это, конечно же, университет, потому что Акмолинский университет предоставляет очень много возможностей для самореализации студентов. И, конечно же, это желание самого студента. Потому что я помню, что я поступила в ковидный период, мы очень долго сидели на самоизоляции, и я такая живая, сразу поступила в университет и думаю, нужно двигаться вперед, нужно развиваться и на полную катушку, можно сказать, использовать студенческие годы. Поэтому, наверное, мои искренние желания вкупе с теми возможностями, которые предоставляет университет, как раз-таки помогли мне достичь таких высот и достижений. Ты стала одной из 200 студентов, получивших 1 000 000 рублей. Алсу Кулимбетова! Настоящие герои просто взлетают на эту сцену, летят, мчатся за заслуженными наградами. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте. На что он направлен? Мой проект, студенческий мультимедийный проект «Читать и обсуждать», направлен на популяризацию чтения среди молодежи Республики Башкортостан. Вообще история началась с того, что у нас был маленький кружок читательский на институте, и у нас изначально было около 14 человек в составе нашего маленького объединения, и мы просто собирались, обсуждали какие-то произведения, и педагогическую литературу в том числе, и художественную, и современную. В принципе, у нас никаких рамок не было. И вот такое хобби мы решили превратить в том числе в социальный проект, потому что проблема обнищания читательской культуры, она всегда была актуальна. И мы как раз-таки решили, что, наверное, если у нас есть такой опыт, то мы можем им поделиться и привлечь как раз-таки людей, которые тоже интересна тематика чтения и литературы. В принципе, так у нас зародилась идея. В 2021 году мы посетили акселератор социальных проектов Акмолинского университета, и там как раз-таки началась уже история студенческого мультимедийного проекта «Читать и обсуждать». Здесь нам большую помощь оказывало проектное управление, потому что у нас была хорошая идея, но мы не знали, как ее упаковать. И как раз-таки нам объяснили, как заполнять карточку проекта, какие правила нужно соблюдать в социальном проектировании и так далее. И как раз-таки мы свою хорошую идею смогли уже упаковать в хорошую социальную инициативу. И в Москве мы защитили свой первый грантовый проект, выиграли, и я помню до сих пор эти эмоции, что я стою, там очень много студентов, я с этим сертификатом думаю, боже, что случилось, как мне быть? В принципе, после этого я уже вернулась в республику, в университет, и с новыми силами, со своей прекрасной командой мы начали реализацию нашего проекта. Всероссийский студенческий проект «Твой ход» как раз-таки направлен на поощрение лидеров, которые реализуют со своей командой социально важные инициативы и проекты. И поэтому, когда мы реализовали наш проект, мы решили, что нужно как раз-таки попробовать себя в этом конкурсе тоже, и подались. И, как вы видите, у нас получился хороший результат. На что потратишь 1 000 000? На самом деле, за эти дни мне задали этот вопрос 1 000 000 раз. Если честно, у меня этого 1 000 000 еще на руках нет, поэтому четкого осознания
тоже еще, мне кажется, у меня нет. Но в любом случае, часть денег, в любом случае, она пойдет на дальнейшую реализацию нашего проекта, а часть, думаю, уже потратить в том числе на свое образование и улучшение жилищных условий. Что было самым трудным в ходе подготовки проекта? На самом деле, я сейчас думаю, что трудности мы не замечали. Сейчас, когда мы уже анализируем свои результаты, я понимаю, что, наверное, были некоторые трудности именно в техническом плане с организацией, потому что основная масса нашего проекта, наш проект вообще направлен на создание видеопродуктов по художественным произведениям. Поэтому здесь у нас возникали вопросы с техническим оборудованием, но мы их очень быстро решали. Мы прямо на глазах росли в этом плане. Мои девочки, которые начинали со среднего уровня монтажа, они уже теперь, можно сказать, профессионалы, я им очень горжусь. И как раз-таки мы на протяжении нашего проекта тоже совершенствовали свои навыки. Поэтому, наверное, здесь была небольшая проблема на начальном этапе, а дальше все пошло совершенно прекрасно. И мне кажется, эти трудности мы не замечали, потому что сами горели идеи нашего проекта. Нам было все нипочем. Я сейчас думаю иногда, как мы справились. А потом понимаю, что все это благодаря тому, что мы хотели, чтобы все было на высшем уровне, чтобы мы как раз-таки оставили след в истории нашего университета, института и как раз-таки помогли другим людям в том числе. После окончания университета планируешь ли ты работать педагогом? В любом случае, я хочу связать свою деятельность с педагогической деятельностью, с воспитанием молодежи, с молодежной работой, потому что, находясь столько лет в стенах Акмолинского университета, я уже не представляю свою жизнь иначе. И как раз-таки у меня уже была практика в работе с детьми. Это и вожатская практика, в том числе и работа на университетских сменах, и практика в колледже. Поэтому я уже окунулась в педагогическую сферу в том числе. Поэтому думаю, что да, это мое. И в любом случае хочу продолжать свою деятельность в этой сфере. Какое твое личное достижение, которое вызывает у тебя наибольшее уважение и гордость? Наверное, я не смогу выделить одно конкретное достижение. Я рассматриваю себя как уже итоговый продукт, и я оглядываюсь назад и думаю, что абсолютно все мои победы, что маленькие, что большие, это большой вклад в развитие себя. Поэтому мое достижение — это я сама, как бы это высокопарно не звучало. Поэтому да, на этом ответе я остановлюсь. Расскажи о своих планах на ближайшее будущее. В этом году я учусь на выпускном курсе, поэтому в любом случае самое ближайшее будущее — это диплом. Успешное окончание университета с красным дипломом. Я иду на красный, это тоже одно из больших достижений. Дальше это обучение в магистратуре и как раз-таки уже работа с молодежью, с детьми. Как проводишь свое свободное время? Свободного времени у меня крайне мало, но когда выдаются какие-то свободные минутки, то это, конечно же, время я провожу с семьей, с друзьями, потому что в них я нахожу отдушину, и в том числе они меня всячески поддерживают, и поэтому даже в общении с ними я получаю силы, чтобы двигаться дальше, как раз-таки к новым свершениям и развитию своего проекта. Твои советы для тех, кто также планирует заниматься проектной деятельностью? Наверное, самый главный совет — это быть уверенным в своей идее, потому что всякие проекты, они начинаются именно с идеи и с большого желания самого человека, который инициирует этот проект. Поэтому нужно до конца оставаться уверенным в себе и продвигать свои идеи и не отступать. Потому что это очень тернистый путь, и многие именно сдаются на этапе формирования проектных заявок и так далее. Многие, мне кажется, могут разувериться в себе, но здесь нужно идти до конца. Поэтому первый совет — это верить в свои идеи и всегда идти до конца. И второй совет, если это уж социальное проектирование, то нужно всегда следовать тем правилам, изучать методические рекомендации и всегда следовать этим критериям, потому что, насколько бы прекрасна ни была ваша идея, нужно всегда ее правильно упаковывать, правильно формулировать, чтобы донести это до экспертов в том числе и доказать, что ваш проект на самом деле актуален. И третий совет, наверное, это уже касается реализации проекта. Нужно всегда выкладываться на все 100, не жалеть себя и работать всегда в команде. И наш традиционный блиц-опрос. Твоя последняя прочитанная книга? Последняя прочитанная книга — это Колин Маккалу «Поющий в терновнике». Твоя сильная сторона? Это ответственность.
3 слова, которые тебя характеризуют. Целеустремленность, еще раз повторюсь, ответственность и стремление. Если бы поймала золотую рыбку, то какие 3 желания загадала бы? Первое насущное — это защитить дипломную работу. Второе, наверное, это более житейское. Это много здоровья и счастья и себе, и родным, и друзьям. И третье, наверное, больше себе сил и творческих, и физических, чтобы я дальше смогла двигаться и в любом случае развиваться во всех сферах. Считаешь ли ты себя примером для подражания? И почему? Наверное, некоторые люди могут меня воспринимать в качестве ролевой модели, потому что я работала очень много куратором для первокурсников Акмолинского университета, и я вижу горящие глаза, и многие ребята потом говорят, что мы так благодарны, что ты была нашим куратором, и потом, и что я их зарядила своим примером, поэтому, наверное, можно у меня какие-то черты тоже воспринимать. Можно, наверное, некоторые черты у меня тоже принять. Это как раз-таки, как я уже говорила, целеустремленность и всегда двигаться вперед к победе. А без чего ты не можешь обойтись ни дня? Без книги. Какой у тебя девиз или принцип по жизни? Открывая новые грани личности. Продолжи фразу. Быть студентом значит... Значит, быть активным. Какие советы ты дала бы студентам Акмолинского университета, чтобы они были такими же активными и чтобы их жизнь была такой же насыщенной? Первый совет, который я даю всем своим первокурсникам, это ловить все возможности, которые предоставляет что наш университет, что, в принципе, наш регион. Потому что возможностей очень много, трамплинов для развития молодежи тоже очень много. И нужно, главное, желание, чтобы всем этим воспользоваться и видеть эти возможности вокруг себя. Спасибо тебе большое, что пришла на наше интервью. Было очень интересно. Желаем тебе дальнейших успехов. Спасибо большое, спасибо, что пригласили. И вам, дорогие зрители, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на страницы Акмолинского университета ВКонтакте и в Телеграм, чтобы не пропустить новые интересные выпуски с интервью.